Здравствуйте, в эфире телекомпания ТОВА-24. И сегодня с вами я, Александр Филатенко. Ситуация с ценами на уголь в Туве похожа на завершающем этапе. Региональное отделение Общероссийского народного фронта провело заседание с участием всех заинтересованных в решении проблемы ведомств, служб, мэрии Кызыла, народных представителей и, конечно же, Тувинской горнорудной компании. К какому решению пришли стороны, расскажет Сайгын Бюрбю. Мы считаем, что это чрезвычайная ситуация, потому что отопительный сезон начался. И то, что люди не могут купить уголь, мы считаем, что это действительно та ситуация, которая требует каких-то волевых, незамедлительных решений. На повестке расширенного заседания острый на сегодня вопрос окончательное решение ценообразования на твердое топливо и отгрузки угля для населения. То здесь мы видим такие организационные проблемы, поэтому сегодня мы пригласили Минтопэнерго. Пригласили также представителей топливных складов, Тувинской горнорудной компании, службу по тарифам, Минэкономики, и будем совместными усилиями решать эту проблему. Одним из главных достижений на сегодня стало то, что уголь с Тувинской горнорудной компании отныне будет отпускать и по субботам. Кроме того, для физических лиц будет предоставлена и вторая весовая платформа. На сегодня работает два весовых оборудования. Первое весовое оборудование полностью для потребителей, то есть частники организации. Второе весовое оборудование – это без очереди туда заезжает машина Козылская ТЭЦ. А когда Козылская ТЭЦ нету, то все другие машины туда заезжают в порядке очереди. То есть два весовых оборудования работают. И кроме того, еще третье дополнительное весовое оборудование, уже закуплено оборудование, да. Сейчас там идет работа по устройству площадки, да, для данного оборудования. И по срокам до конца октября, в принципе, они должны запустить третье весовое оборудование. В середине октября будет решена и проблема механизированной выгрузки на месте добычи угля для малотоннажных грузовиков и легковых прицепов. Они уже закупочные процедуры начали, да, то есть запустили. И буквально с учетом вот сроков закупочных процедур до середины октября должны решить вопрос с погрузчиком. То есть это погрузчик меньшего объема. Впрочем, грузиться углем малотоннажника можно и на складе при руднике, вручную. Но здесь, наряду с тем, что нужно поработать лопатой, частники ссылаются на низкое качество угля. Почему на складе не хотят частники загружать? Они говорят, что там на складе качество угля плохое, то есть фракция меньше, а на забое они говорят вот такие большие камни, а вот без породы, то есть у них там говорят качество хорошее, поэтому мы хотим оттуда, то есть они так утверждают. В принципе, вот вчера тоже я и журналистам говорил, и мы у себя тоже размещаем, чтобы если вопрос качества стоит, то необходимо купить, сохранить чек, обратиться к нам. Мы организуем проверку, экспертизу качества топлива. На заседании также был поднят вопрос о продаже угля малым весом в мешках. Противовес так называемым мешочникам-перекупщикам мэрия Кызыла открывает на территории столицы Тувы 3 точки, где будут реализовывать уголь по 125 рублей за 50 килограммов. На сегодняшний день в ОКВЭД МУП благоустройства вносит изменения для того, чтобы продавать, закупать уголь с разреза Кахемского для населения по уже установленной цене. Местом продажи твердого топлива станет МУП «Благоустройство», банно-прачечный комплекс на правобережном районе Кызыла и территория одного из индивидуальных предпринимателей на левобережном дачном обществе. Затем, чтобы цена на уголь в процессе реализации не завышалась, регулярный контроль будет осуществлять служба тарифов. Провели несколько выездов с начала сентября, зафиксировали, выписаны предупреждения по тем предпринимателям, которые были обнаружены, да, с нарушением цены. Вот. Что хочется сказать здесь? Рейды продолжим. Вот. Те люди, которые продавали уголь с нарушением цены, в настоящее время часть из них уже прекратили, да, продажи в открытую. Вот. Но все равно мы продолжаем эту работу. Кроме того, Министерство экономики Тувы для снижения напряжения с углем предлагает привлечь для разумной перепродажи твердого топлива новых заинтересованных бизнесменов. Мы объявим конкурс, мы всегда заранее объявляем о том, что с такого-то числа у нас начинается конкурс, и телефон горячей линии упоминаем, телефон в нашем фонде поддержки предпринимательства. И
как правило, начинают звонить, интересоваться, какие именно документы, хотя у нас это все в социальных сетях, на сайте укладывается. Но вот в таком тоже в оперативном порядке тоже со всеми заявителями мы отрабатываем заранее, чтобы подсказать, какие документы, в какие сроки и так далее. В завершении заседания руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта Саима Далчин пожелала всем сторонам оперативности в принимаемых мерах и быстрейшего снятия возникшего в обществе напряжения. Сайган Бербё, Баян Мангуш, Кузел Сарисарен, Тува-24. В Туве представителю общества с ограниченной ответственностью предъявлено обвинение в даче взятки в значительном размере. 52-летний мужчина, выступающий подрядчиком, был задержан в ходе оперативно-розыскных мероприятий. В середине сентября жители Кызыла стали свидетелями специальной операции, произведенной региональными спецслужбами. Представитель производственной компании, выступающий подрядчиком, был задержан при передаче взятки в виде денег в сумме 100 тысяч рублей в рамках оперативно-розыскных мероприятий, проведенных оперуполномоченными Управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД по Республике Тыва совместно с сотрудниками регионального управления ФСБ России. Деньги предназначались за подписание фиктивных документов при осуществлении строительного контроля над объектом реконструкции водозабора и магистрального водовода в селе Хуваксы. Расследованием этого коррупционного преступления занимается региональное управление Следственного комитета России. Следственными органами Следственного комитета России по Республике Тыва предъявлено обвинение 52-летнему представителю производственной компании, выступающей подрядчиком, в связи с наличием в его действиях признаков преступления, предусмотренного частью 3 статьи 291 Уголовного кодекса Российской Федерации. Дача взятки должностному лицу за совершение заведомо незаконных действий и бездействия. Необходимо отметить, что реконструкция сетей водоснабжения села Хуваксы осуществлялась в рамках заключенного муниципального контракта. Если бы преступление не было пресечено, то, возможно, в дальнейшем жители Хуваксы снова бы остались без качественной воды. Подозреваемый в даче взятки подрядчик в настоящее время в интересах следствия заключен под стражу. Инна Клаян, Миранергит, Тува-24. Следственный комитет по Туве сообщает, что гендиректору горнорудной компании предъявлено обвинение в совершении коммерческого подкупа в крупном размере. В настоящее время он задержан. Следователям в суд направлены материалы для решения вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. По уголовному делу проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается. В Кызыле сегодня в онлайн-формате стартовал 3-й гастрономический фестиваль тувинской баранины. Конкурс проводят в честь народного праздника животноводов на дом и столетия Тувинской Народной Республики. Аян Иргит, будучи студентом Московского университета, в связи с нехваткой финансов устроился в кафе общественного питания сушистом. Работа на кухне настолько понравилась молодому человеку, что он решил посвятить свою жизнь профессии повара. В течение 5 лет он поднимался по карьерной лестнице и стал директором нескольких кафе Кызыла. Сейчас он принимает участие в онлайн-конкурсе «Тувинская баранина». Я этот конкурс увидел в Инстаграме, просто захотел в нем участвовать, проявить, посмотреть, на что я способен. Да, вот там условия были очень интересные. Там, если финал пройти, допустим, то нужно там, за определенное количество времени приготовить на одну персону там, салаты, блюда, супы и так далее. Мне этот формат понравился, поэтому решил участвовать. Можно и соревновательный, и спортивный интерес, и профессиональный. Тоже увидеть рядом ребят, участников, которые тоже заинтересованы своей профессиональной, можно так сказать, в карьере, да, вот, повара. На что они способны и как я выгляжу рядом с ними. В первом отборочном туре все 9 участников фестиваля тувинской баранины должны были презентовать свое блюдо, которое они приготовили заранее. Жюри оценивало подачу, вкус и историю блюда. Саян Чашол, шеф-повар кафе «Чалама», к представлению своего блюда под названием «Благоденственная юрта» подошел очень креативно. Ол дээргем шагдакы биздин өбөлөрдүн болсо өг дээрге өртемжейдин бичи хевери турган кылды санап жаранан шакты биздин харапчадан октан күндүн керелдеринден шакты көрөп жаранан устар жаңаштың бу
өгдері бічертем жай да өгшіне шөп түже тең тески болдыган аклагара кадыгылы чымжактын толган өгнүң маза хебире саламды окарында өзө сүттү шайыз биздин туа салт тема хамдар өзүнө жол шай Подерге өгже кирип берге өгнүң эжи болгон сонда подерге өгнүң эр зонасы бодалазан подер кыз зонасы өгнүң кирип бергеле солагай таласында чыгышкан рол болду барбаларан подур чыгышкандын орнунда бо мантыгылар дейин он эргинин зонасы дээрге чи эргиже күч шаталдык жемдер керек болду чи күч кийренен ашпак эттер колдук кези эттер олдур эргини кыз кийин таласы да көөр болсун да анда көөр болсун подур болсун таласы я вот чымжак жемдер чийик жемдер кыз кийжам өгнүң кыз эзин көрчүп халы ажылдарын көрөм. После презентации всех блюд члены жюри, попробовав их, теперь уже на вкус удалились на совещание. Им нужно отобрать только 6 участников, которые пройдут во второй тур. Второй конкурс состоит из 2 этапов. Первый этап – это конкурс на определение вкуса продукта. Конкурсант с завязанными глазами должен определить вкус того блюда, которое ему дает ведущий. И второй этап – это воспроизведение блюда. Наш эксперт Мерген Санчаева представляет блюдо, и они по виду, по вкусу должны воспроизвести это блюдо в точности. Фестиваль тувинской баранины организуют каждые 2 года Фонд поддержки предпринимательства Республики Тыва. Главная цель – популяризация традиций тувинской кухни и поддержка малого бизнеса. За финалом конкурса в прямой трансляции можно наблюдать на телеканале ОВА. Генеральным спонсором прямой трансляции является открытое акционерное общество «Тыва Связь Информ». Алдынкыз Буян Оюн, Кузел Сарыхсарен, Тува-24. В 2019 году председатель дачного товарищества «Енисей» Вавилинского затона собирал с участников деньги, якобы за подключение к электросетям. Собрав внушительную сумму, он скрылся, а товарищество внезапно оказалось ликвидированным. Как складывается дальнейшая судьба жителей, расскажет Даян Дансюрюн. Жители дачного товарищества «Енисей» Вавилинского затона попали в руки недобросовестного председателя. Из-за него в 2019 году они остались без электричества. Со слов местных жителей, они заплатили по 30 тысяч рублей с одного владения, чтобы им подключили свет. Получив эти деньги, председатель товарищества пропал, а само товарищество было ликвидировано. На этом месте было раньше дачное общество «Енисей». Данное общество было ликвидировано. Председатель данного общества, по-моему, на сегодняшний день имеет проблемы с представителями правоохранительных органов. На протяжении 2 лет местные жители мучились без нормального электроснабжения. Подключение от соседнего товарищества было временной мерой. Оно выходило за рамки технических требований и было нестабильным. Из-за этого Тыва-Энерго потребовала отключить общество от электроснабжения. Да, заявку на подключение электричества подавали. И вот мы ждем, когда нам официально ответят. У нас воды нет, у нас маленькие дети, школьники. Они сидят под свечками, уроки делают. На сегодняшний день владельцы 270 участков, ранее входивших в расформированное товарищество, находятся на распутье. Одни хотят вновь объединиться в товарищество, другие же предпочли не вступать ни в какие объединения и индивидуально отвечать за свои хозяйства. 40 владельцев уже подали заявки в Тыва-Энерго на электроснабжение. Существующая СНТ, которая развалилась, соответственно, люди пострадали. Вот. То есть, успели заключить договора с сетевой организацией. Вот получается, сейчас первая сетевая организация Тыва-Энерго будет проверять на актуальность подачи заявок, да, то есть проверять пока. А временно, то есть перезапитаются люди с НСА, то есть либо близлежащее, то есть которое общество, то есть проработаем. Проведем совещание Министерства топливной энергетики на моем уровне, то есть будет, скажем, ответственные люди, то есть которые по обществу, да, люди как раз там 40 человек, примерно 40 семей. И, соответственно, председатели, которые непосредственно предоставят, да, как бы с ней этот вопрос проработать, чтобы временно запитать. Ну и дальше уже будет отрабатываться Тыва-Энерго вопрос о подключении.
Со слов жителей, заявления в органы правопорядка на бывшего председателя ликвидированного хозяйства давно написаны. В конечном итоге нужно понимать, что прямо сейчас людей беспокоит совсем не торжество справедливости, а отсутствие элементарных благ цивилизации. Здесь нет водоколонок, и за водой приходится идти в соседние товарищества, до которых больше километра. Тут прозвучал вопрос по поводу водоснабжения. Да, действительно, проблема есть. И водоснабжение мы на следующий год, на 2022 год, планируем строительство хотя бы на первое время 2 водозаборных колонок. То есть скважины, да, для жителей, которые у нас на сегодняшний день не имеют скважины, которые проживают в дачных обществах. Мы сейчас проанализируем, какие то есть частное домовладение на сегодняшний день имеет скважины и какие на сегодняшний день, то есть у кого отсутствуют скважины. Соответственно, в данном районе, в данном радиусе будем охватывать жителей, максимально жителей, чтобы водоколонкой жители пользовались. Бросать жителей на произвол судьбы никто не намерен. Сложившаяся ситуация на контроле у муниципальных органов, правительства республики, а с сегодняшнего дня и у телеканала Тува-24. Даян Дансюрюн, Буян Уюн, Ангер Оржак, Тува-24. 17 сентября грандиозным гала-концертом завершился 2-й Всероссийский фестиваль детских духовых оркестров «Дальневосточные фанфары» во Всероссийском детском центре «Океан». Встречали лауреатов в аэропорту их родители и педагоги, а также наша съемочная группа. Оркестры – участники фестиваля из разных регионов России, республик Саха, Якутия и Тыва, Иркутской и Костромской областей, Хабаровского и Приморского краев, Еврейской автономной области, представили свое мастерство на центральной арене ВДЦ «Океан». Участники концерта исполнили разножанровые музыкальные произведения и композиции, как известные, так и национальные. У нас каждый день были общеобразовательные школы, потом мастер-классы с известными музыкантами, еще были репетиции по вечерам. Каждый день выступили мы, я считаю, что мы очень хорошо, так как у нас были в программе Тувинский марш, тувинская народная песня ТВЧД с горловым пением, и у нас современная песенка «Слоненок». Вот известные такие произведения, поэтому люди встречали на ура. Конечно, уровень детей, так как мы школа специализированная, школа искусств у нас хорошо. Все мы собрались и выступили хорошо. Духовой оркестр Иркутска мне очень понравилось. Оркестр Саха Якутии очень хорошо выступили. У них высшая школа музыки, поэтому они хорошо играют. Мы в 2019 году участвовали в сводном оркестре Сибири. 6 учеников, а сейчас уже у нас свой оркестр. Планируют в следующем году. Такие фестивали проводятся уже в Артеке, в Орленке, а в Океане уже 2-й раз. Мы планируем Артек. В состав оркестра входят юные музыканты-духовики из Республиканской школы искусств имени Кенденбиля, Кызыльского колледжа искусств имени Черголола, детской школы искусств села Хуваксы Чедыхольского Кажуна. Чтобы попасть на завершающий этап фестиваля ВДЦ «Океан», оркестр под управлением Азиана Ундар принял участие в заочном отборочном туре, где стал одним из лучших. Впечатления очень незабываемые. Я вообще не верила, что могу туда съездить. Это просто мои последние дни, последние годы. И я очень рада, что могла это посетить это место. Там просто очень красиво и вообще не передать такими словами. Очень много с ребятами познакомились, особенно с якутами. Мы нашли там очень много друзей, и они в конце даже плакали. Не волновались, потому что дирижеры были очень хорошими, они относились к нам очень хорошо и уважали, поэтому мы вообще не волновались. Впечатление очень хорошее. Я очень обрадовался, когда сказали туда полететь. Я играю на ударных инструментах. Инструменты тяжелые таскать туда-сюда? Да, очень. Сколько килограммов? 8. Мне понравилось море. Мы
Мы там плавали, дни очень жаркие. В течение трехнедельной творческой смены 30 юных духовиков Тувы ежедневно оттачивали мастерство исполнения и наслаждались уникальными природными красотами Дальнего Востока. Ребята получили бесценный набор теоретических и практических знаний от ведущих специалистов в сфере духового исполнительства, среди которых был и президент Ассоциации «Духовое общество» имени Валерия Халилова Михаил Брызгалов. Родители юных музыкантов, конечно же, поддерживали и болели за своих детей. Мы сегодня встречаем наших детей. Я сегодня здесь как в качестве родителя, потому что моя старшая дочка играет в сводном детском оркестре на флейте. Пришли их встречать, очень рады, ребятишки очень довольны. Они узнали очень много нового, отдохнули перед учебным, перед учебной сессией. И она, первый раз ездила, очень много спрашивала у меня, потому что я сама ездила туда отдыхать. Это было в 2001 году. Сначала звонила, говорила, что хочет домой. Это изначально период адаптации. Но последние 2 дня она мне позвонила, сказала, что не хочет уезжать. И они там все плакали, бедные, прощались. Это было очень трогательно. Мы очень рады, что наши дети стали лауреатами. Гордимся ими. Огромную благодарность хотели бы выразить от лица всех родителей Азиане Анатольевне и духовому оркестру Республики Тыва. В этом году в рамках празднования столетия наш духовой оркестр организовал, наше Министерство культуры организовало фестиваль, 3-й фестиваль международных фанфаров в Центре Азии. Специально к этому фестивалю готовился сводный духовой детский оркестр, в который входили наши юные духовики, которые представляют разные школы. Из-за ковидных ограничений вживую они не смогли выступить, но видео выступление, видео приветствия было показано. Михаил Аркадьевич Брызгалов, президент Всероссийского духового общества имени Валерия Халилова, увидел то, как играют наши дети, и предложил поучаствовать в тематической смене в ВДЦ «Океан». 2 месяца мы вели подготовку к тому, чтобы дети смогли не только хорошо выступить, но и чтобы это было безопасно в первую очередь, перемещение детей на такие большие расстояния. К счастью, при помощи нашего правительства, Минкультуры, все у нас сложилось. Очень большая благодарность также родителям. Они стали лауреатами, достойно выступили, показали себя в рамках России. Дальше, думаю, что все будет только умножаться, и они расскажут своим одноклассникам, как круто быть духовиком. Познакомились с одними из главных действующих лиц в духовом движении России. Эта поездка даст в ближайшем будущем качественный результат в лице нового поколения, вливания в духовой оркестр правительства Тувы. Поездка в ВДЦ «Океан» с тематической сменой на юных музыкантов произвела неизгладимое впечатление. Став лауреатами Всероссийского фестиваля детских духовых оркестров «Дальневосточные фанфары», ребята вдохновились на еще большие творческие свершения. Айдана Холу, Буян Мангуш, Миранергит, Тува-24. На этом у меня все. Следите за нашими новостями в социальных сетях. Берегите себя и будьте здоровы. Далее наш эфир продолжит блок тематических передач. Не переключайтесь.